Почему современные дети не читают? Как сохранить главный академический навык? Эти и другие вопросы обсуждали участники круглого стола «Читательская компетентность. Основа интеллектуального развития ребенка. Проект по привлечению детей и их родителей к чтению». Круглый стол собрал более 100 слушателей, участников августовского совещания педагогов республики. Решение проблем детского чтения прежде всего требует консолидации сил педагогов, издателей и родителей. А самое главное – слаженной работы и единого концептуального подхода. Заместитель министра инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий Республики Саха-Якутия Николай Гришаев отметил, что тенденция в перехода к цифре в ближайшей перспективе только укрепит свои позиции. По его словам, школьникам один электронный учебник заменит всю учебную литературу. В пользу нового учебника выступает 3 главных фактора – здоровье сберегающий, экономический и экологический. Оцифрованные газеты можно читать в традиционном формате, но используя современные технологии. Скоро на рынке появятся сверхтонкие, гибкие дисплеи, как аналог газетам. Человек, в принципе, не меняет формат той газеты, которую он читал, но не меняет технологию, то есть немножко подход. Да? И, в принципе, опять же, про бумагу, про деревья, про экологию, про эти вещи тоже не нужно забывать. Да? То есть я считаю, что здесь должно быть комфортно, нужно это, собственно говоря, продвигать, но у нас пока это не реализовано, на Западе уже есть. Возможно, вы где-то встретите журналы, буклеты вот с этой электронной вставкой. Это тоже та часть, которая сейчас внедряется в жизнь. Где-то 10 лет назад, когда на замену, грубо говоря, аналогового чтива пришли электронные книги, все ударились в электронные книги, но буквально через несколько лет электронные книги тоже перестали читать. Почему перестали читать? Потому что стало не совсем удобно носить несколько гаджетов. То есть все перешло в планшет, все перешло в смартфон, соответственно, мы смотрим об удобстве. Что касается вообще учебников, ну, это мое личное, возможно, мнение. Вы можете с ним, конечно, быть не согласны, но когда я вижу, когда ученики таскают большие учебники, то есть большое количество учебников, плюс еще рабочие тетради, это все они суют в рюкзак, и у них вследствие сколиоз, какие-то проблемы. Я реально за электронные учебники. Я вот прямо вот за это. Вот. Буквально он стоит, если мы про электронную книгу, около 5000 рублей, вот туда залить все учебники, и мне кажется, для него это будет очень здорово.